Рассказывайте, что нового, что старого. Еще раз повторюсь всем, кто не знает. Вот как здесь написано Башлам.39 Live, у нас есть YouTube канал, и в YouTube мы проводим по пятницам или субботу или воскресенье проводим прямые эфиры по истории, географии, науки народа. Ночью это вентилятор, если его выключить, то здесь вообще невозможно будет дышать. Сейчас я постараюсь сделать потише. Кемелиш сейло. Кондишн у нас не работает, поэтому... А так жара страшная, кондиционер варим, кондиционер-то есть, но по хате он не пашет, как ни странно. Вот, не выключаю, я просто думал технически. Нет, без него я тут точно. Здесь у меня температура 31, вот, но, как говорится... Можно пересесть чуть подальше, конечно, но потом попозже пересядем, когда будем менять позицию. А так... Хациев, Руслан, откуда ты родом? Попытка номер 2, откуда ты родом? Алейкум ассалам. Руслан, это я что-то не видел первой твоей попытки. Родом я... из селения Эхшбет называется. А так мой отец, мой дедушка из селения Бердекель. Вот. Если я не ошибаюсь, ты у нас, если, конечно, фамилия твоя и имя твое, ты у нас, получается, Мелхи. А Мелхи — это мои прямые Дэши Чуай. Вот. Яндик Вотер. Вот. Хая Ури, Маха Ури Бокша, фамилия Шоша, Садеши Чуай Бук. Мелхи. Алихан, Рамзан, Арби Бош. Да, что Алихан Муац. Вот такое вот дело. Ага, Хациев, мой брат Эдуард. Бузуртанов говорит, что вы ингуши. Бузуртанов старый маразматик и балабол. Пускай разбирается в том, кто он.
Поэтому слушать всякого маразматика не стоит. Да, он и говорит, Пекин, их мелкие тоже ингушские, эки ингуши, так что уже все ингуши. Поэтому ингуши наши соседи, братья, но ни Эшбату, ни Мелхи, ни Эхи, никто не относится к ним. Поэтому зачем? Каждому, кто бы ни занимался, каждый должен заниматься своей историей. Не нашей историей. Я их историей не увлекаюсь, они моей не должны увлекаться. Новчи — это самодостаточный этнос, поэтому без всяких разговоров, кто такой, кто, мы в нашем плане тоже. Каждый имеет право выражать свое, конечно, мнение, но не переходя, как говорится, какие-то границы. Гайстамер One, Гайстамер One, брат. Эфиры у нас проходят с тех пор, как Инстаграм временно, как говорится, прикрыли, находится в, как говорится, мы проводим прямые эфиры на телеграм-канале нашем или же на инстаграм-канале с таким же названием, как здесь в заголовке в шапке вы видите, с таким же названием у нас эфиры проходят в... Я не уверен, что потянут, конечно. Принятие принял. Салам алейкум. Валикум салам. Рамазорти, потянуть или я сон, если что, сразу я тебе предупреждаю. Не моя вина. Ну, хорошо. Болбаш, Дина Буса Болбашу. А чего не тянет? Ну, он знает, что делает. Там же VPN, блуждающий адрес, он начинает говорить, что выкидывает и говорит, что кто-то пытается войти на ваш аккаунт там с того или иного государства. Из-за этого выкидывает. В России же пока закрыто, имеется в виду. Так ты можешь писать, что-то делать, но прямые эфиры проводить, как раньше, маловероятно. Да, Максимум. проводят люди. Я, честно сказать, я проводил. Через минут 30-40 выкидывает. Говорит... Нермилу Шамиль Босас. Говорит с единицей. С твоим лицом, тебе бы, конечно, промолчать. У меня-то нормальное лицо. Альхамдулилля, я доволен своим лицом. Как ты будешь дальше жить? Вреда, не вреда. Ты кто такой вообще? Вообще ты кто такой? Чтобы тебя слушать или твоего мнения прислушиваться. Ты авторитетная личность. Ты научный деятель. Нет, ты нарнийский утырок, который сидит там, балаболит где-то, посмотреть на твое лицо. Это все, что ты можешь сказать, знаешь. Вся твоя проблема в том, что такие утырки, как ты, не могут просто никаким образом вести диалог. Конечно же, начинают как-то пытаться сыграть. Да, Башлам, выкини его, что ты тут сидишь? Да, я просто не хочу, чтобы он потом пойдет плакать, ныть. Пускай плачет. Я сделал, я такой хочу, и начнет пойдет. Я поэтому оставлю его, не обращаю. Один раз я ответил, все. Ну, все.
Аллахан дело. Ты как, Рамазорти, как дела? Ну, Как, Лоша. как в сказке. Чем дальше, тем Что, страшнее. в датском королевстве все тихо? Ну да. Горец, ты не горец, ты горчица. Горец, он свой комплимент, я шумятся. Ну да, походу узнали. Этот взгляд, этот взгляд Кавказиона не дает покоя умяться. İşte dostum. Так, Кавказион мовивый. Монгольский. Это было, конечно, смешно. Монгольский батин, Кавказион. Ну, солнце гайна монгольский. Фу, внешность должна. Да, Кавказской. да, ну, как говорится, умадас, алхамдулилlah. Он, да, Тимур, Хавал Шор. Что? Честно, мечала, да, то. Чертова сумма, это я слышал. По последним данным, насколько я знаю, он вернулся в родные края. Цаулуша. Ну, да, война. Я, короче, он на связи был. Ушел он, короче. Не знаю, насколько правда, говорят, что приехал домой. Насколько достоверно, не знаю. Фу, сколько дней назад? Да, ну, так где-то неделю назад я с ним общался. А улил да немче флаг курила. Чемпионат флаг яцешт. Saadagam dienoona والله يبقى فلاجات يا أخو تعرفوا Это Тендер чемпионат мира флаг. по футболу. Я готовлюсь Если к что, своей команде. Deutsch, Германия мог душон. Цавочен. Ну, у меня только, ты думаешь, только это обновление, что ли? Они сами называют свою страну Deutschland, поэтому я сказал. Выкини это чмо, а вы ее вообще Домой, хотели. Ага, домой. Сейчас пойдет, поедет. Сейчас, подожди. Вала, дома. Собрал? Бузуртами кажу. Домой. Борщ валари, ауна де дармяк. Нормально, Тимур, ашух пойдет. Вы хуй, это петушок, кей провокатор, вахин. Я хочу я делал. Зюи, короче, хуй, я поклонница Бузуртанову, заднеприводного состава. Короче, Deutschland über alle. я воль. Если что, я это про футбольную команду. Мы там говорили, сейчас не надо. И так меня там обвиняют в том, что... Что за Амин? Не Амина, Амин Тисаев. Амин Тисаев, Пачериш. Да там, плачущий. Да, Намин нормальный парень, историк хороший. А этот козел, короче, это провокатор из Ингушетии, короче. Янца, Я Бузуртан. не знаю, откуда он, не буду говорить, оттуда или отсюда, но Буарш его тем Асонил. А откуда он, по-твоему? Я не знаю, откуда. А я знаю. Это ж я говорю, не ты. Фу, с Ингушетии, алчу, как будто я сейчас про всех ингушей говорю. Санин, я лагмаса, ты мои знаешь? Убер Але. Deutschland Убер Але. Скорее с другой стороны сосед. Ну, обычно, да, Эжапов, Чунгрова. Обычно они не любят Амина, те, которые Сюли. У него тема с ними терки вечные. Да ладно, я знаю этот ник, он не оттуда, он отсюда. Адыга Вэй подключились. Я ладно, Задери Шубай. Ну, изяухивай. Изюха, ассистагой, он это 31 лет, внутри.
Маленькую сумку. В Видишь, они... квартире 31. Раунду часу. Я вентилятор уже включил, прямо на себя повернул. А сауна что, ашмас? Это, Гой и цифра. Ну, это ты добавил, наверное, градус. Ага, да, конечно, добавил. Мне делать больше нечего. Сидеть и добавлять на вентиляторе градусы. Астор, вы еще живы, мы все еще живы. Задашки, керри реала мацу на клавиатуре. Тю-тю-тю, моволила. Эй, брат, Адыга, вы опасно говорите, это куфр. Я не знаю, man, честно сказать, куфр это или нет. В каком месте это Вот это куфр? заблокирует. Иногда такие вещи говорят. Это В каком блокировка месте это стиль. куфр? Я не знаю, походу, знаю. Так, Башлам, вот эта блокировка Я стиль, знаю, что да, это не куфр. более подробно осветить тему. Друзья, ну, более подробно освещать я, как вам сказать, скажу только одно. В 90, буквально в 95-м, 96-м году на Тереке ловили спокойно все, кто живет вдоль реки Терек, и в Моздоке, и в Кабардино-Балкарии, и в Осетии, ловили осетрину. Осетрина шла с Каспийского моря по Тереку вверх. Она не растится в воде, которая не соленая. Понимаете? Но построили, насколько я знаю, построили там не одну, а 5 или 6 дамб. Я более сам не был на этих дамбах, честно. Просто то, что у нас есть, как говорится, это есть спутниковые фотографии, которые мы опубликовали. Так вот, осетрина, которая идет на нерест, не может никак пройти через эту дамбу. И, само собой, говорят, не знаю насколько, но более подробно, если вы хотите, я просто, Рамзан сейчас в эфире как-то, если бы Рамзана не было, я не хочу, чтобы время терять, а так я вам зачитаю, после уже зачитаю, какая там тема. Там Рамзан может вы. Нет, ты мне не мешаешь, Рамзан, если ты 5 секунд подождешь, я могу быстро зачитать. Смотрите. Давайте быстро я зачту. О чем тема? Это о том, что буквально недавно я закинул один ролик, который у нас находится... Сейчас я отвечу на ваши вопросы, друзья, по очереди. Я загрузил ролик, где по просьбе руководства Чеченской Республики 10 тысяч мальков осетрины было запущено на территории Чеченской Республики, осетрины маленьких мальков в Терек. И люди начали говорить, что раньше было, сейчас нет, там выживет, не выживет. И я продолжил. Почему не искусственно, как сделали, мы пытаемся восстановить вот эту нашу природу, флору, фауну, речки, чтобы выжили, чтобы рыба была, как и раньше. В чем является причиной, я сделал второй ролик, где показывал дамбы, которые полностью, само собой, перекрыли поток Терека. То есть осетрина не может пройти через эту плотину. Из-за этого рыбы нет. Она уходит через, говорят, не знаю насколько, уходит в другие пресные водоемы, реки. В Чечню именно она не заходит. Вот с чем я столкнулся. Вот информация по этому поводу. Хочу сказать свое мнение по поводу Терека, с нашими отношениями с соседями там, и так далее. Называть братьями язык не поворачивается. Мое мнение такое. Никогда в Дагестане не было порядка, как и в политической, так и, ну, здесь идет политика. Я имею десятки национальностей там и так далее. Сейчас. Так, вот. Так. Полная информация. Я слышал, что на территории Дагестана построен то ли какой-то шлюз, то ли какую-то дамбу, чтобы рыба осетровых пород не шла на нерест в сторону Чечни. Ну, имеется в виду за Чечней, там, Кабардино-Балкария, Осетия, Ставропольский край частично тоже затрагивает, и вот реку Терек. Знаю, что рыба
все знают, что рыба из морей уходит на рельс в верховьях рек, чтобы не метать икру и размножаться. И чеченские старожилы рассказывают, что раньше в Тереке на территории Чеченской Республики было очень много рыбы осетровых пород, а сейчас ее в Тереке Чеченской Республики нет вообще, потому что эта рыба не может заплыть в Терек в сторону Чечни и выше для нереста. Может из-за экономических, так думаю, и такое допускаю, зная, что наш менталитет, что дагестанская икорная мафия пролоббировала и построила эту преграду на Тереке, чтобы вся рыба с икрой осталась в Дагестане. Посмотрите на рынки в Дагестане, они завалены икрой, рыбой. Наши продавцы рыбой скупают рыбу и икру в Дагестане, а потом перепродают дороже у нас. Кроме экономической стороны, в этом есть и экологическая часть. Ведь рыба не может уйти вверх по Тереку, чтобы размножаться. Это может там обозначать, что экологическая катастрофа может произойти. Ведь рыба осетровых пород исчезает в Каспии. Ее браконьеры в Дагестане и в других странах Каспийского бассейна вылавливают без всяких квот и разрешений с неограниченным количеством. А если бы рыба могла нереститься в Тереке, как это было и раньше, ее было бы больше. Это, конечно, немного другой вопрос, но тема та же, экология. Это очень злободневная программа для всех нас. Именно из-за этой дамбы осетровые ушли в сторону Ирана. Во времена нестабильности несколько человек из икрорыбной мафии активно использовали административный ресурс, подкуп и запугивание, создали инициативу построения дамбы с единственной целью личного обогащения. Они добились всех целей, сказочно разбогатев за счет всеобщего и при этом создав рыбно-икорную блокаду для Чеченской Республики. Но здесь стоит заметить, что речь идет не только о Чеченской Республике, речь идет и об остальных регионах, которые лежат вдоль реки Терек. Вот. Для Чеченской Республики в своих личных целях они добились, но при этом нанесли колоссальный ущерб Российской Федерации в пользу Ирана, где рыба на нерест начала мигрировать в сторону чужого государства. В Иране было предпринято очень много дополнительных мер для создания условий нереста. Внезапно увеличивается приток рыбы на нерест из-за ситуации с дамбой и административной границы Чеченской Республики и Дагестан. Эта ситуация не исключает того, что строительство дамбы – это спланированный, проплаченный акт диверсии против государства. Это вопрос волнует не только некоторых представителей нашего народа. Неоднократно поднимался экологический вопрос Терека. Подписчики здесь также поднимают вопрос, именно касающийся дамбы, и того, что необходимо в срочном порядке поднять вопрос на соответствующем государственном уровне. И тут звучали комменты, просьбы выступить с инициативой. Я хочу, чтобы понять, вот это обсуждение идет как раз под вопросом, почему не идет по Тереку осетрина вверх. То есть это обсуждалось и в других местах, обсуждалось на высшем уровне. По крайней мере, люди и жители простые заинтересованы в том, чтобы непосредственно осетрина, как и раньше, шла по Тереку вверх. Пожалуйста, не прекращайте эту работу. Я надеюсь в поддержку распространения, придания дополнительной огласки этой инициативе. Целесообразно было бы создать какое-то общественное движение во главе инициативной группы. Больше, да, и так далее. Полностью, так, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, чтобы было понятно, здесь, если коротко объяснить, из зачитанного вы понимаете, то есть здесь есть две составляющие, насколько я знаю. Опять же, информацию нужно полностью проверить. То, что касается осетрина, что она была ранее, это правда. Что люди на Тереке ловили осетрину, и что ее было достать. Да не только осетрину, и сазан, и остальная рыба шла, само собой, по Тереку. Если в Терек, это автоматически река Аргун, река Сунжа, рыба поднималась само собой по течению вверх. Так что этот вопрос, опять же, никто его не проплачивал мне, никто ничего не говорил. Просто я знал, что эта ситуация существует. Я знаю, что в 90-х годах эту дамбу некоторые, не знаю, насколько достоверно, говорят, взорвали эту дамбу. И в этот период, пока эта дамба не существовала, очень хорошо и сильно пошла осетрина на нерест вверх по Тереку.
Вот. Потом опять восстановили, и после этого уже, насколько я знаю, лет, может быть, 15, никто, 17 не видел, чтобы кто-либо ловил в долине реки, в бассейне реки Терек или Аргун или Сунжа вообще кто-либо осетрин. Очень редко попадает сазан, очень редко попадает там сом, то есть резко сократились. Само собой, за счет этого, как говорится, некоторые эксперты указывают, что вполне возможно это из-за этой экологической катастрофы ушла рыба вверх. Так, и нам задонатил брат шейх Марш Вогыл Башлар. Дел Марш Акыл шейх. Дал Саю Аяйтан Донат, дал Духу Ахуэл. Еще наш один брат Адлан задонатил. Адлан и шейх дал Саю Аяйтан Донат. Огромное спасибо, кто поддерживает наш канал, донатит. Надеюсь, что мы и дальше будем продолжать поддерживать друг друга. Так, давайте дальше. Вопросы лосося нет. Харс Абаз, лосось, наверное, где-нибудь у тебя в ванной водится. Но в Тереке лосося нет. Сейчас давайте. Надо перебазироваться мне чуть-чуть. Ага. У нас вот. И мы опять здесь, опять. Меня видно, слышно? Чуть-чуть пересел, чтобы... А сколько кило раньше осетры были? Осетрины? Я не знаю, большие были. 15 килограмм, 20 килограмм сталкивался. Вот. Это хорошо. Это хорошо. Изменения есть, конечно, есть изменения. Хочу показать вам заодно и сказать, я обязательно выставлю. У нас появилась еще одна башня. Вот. Сейчас покажу вам ее. Если получится, конечно. Как здесь? Ага. Вот такая чеченская башня у нас есть. Такие великолепные. Это вот такие вот башни делают наши великолепные мастера. Вот. Сейчас мы ее... Это не просто башня. Это башня... Конечно, ночью башня. Чья еще она может быть? Вот так вот. Собственная башня уж. Хочу зеленую. Вот. Захотел зеленая башня. Захотел красная. Захотел синяя. Захотела такая. Сей собственный бауил шухсоишь. Так что у нас все есть. Книги есть. Башня есть. Можно, вот как говорится,
Видите? Так что очень профессионально сделано. Башня сантиметров 60. Вот. Такую башню, конечно же, башню делает наш брат Шамиль. Он подарил мне эту башню как любителю нашей истории. Огромная благодарность настоящему патриоту. У Шамиля золотые руки. Все, кто захочет заказать, это чисто металлическая башня. Каждый узор лазером вырезан. То есть такая вот технология только у нашего мастера Шамиля. Вот. Я обязательно опубликую. Я и публиковал его. Обязательно можете заказать. Вещь, конечно, вещь очень, очень хорошая. Есть с моего роста 2 метра, 2,20. Это Uber Deutschland, это Германия. Ну, это на этот чемпионат мира готовились по футболу. Вот. Всем, кто хочет заказать, свяжитесь с Шамилем. Номер, кто захочет заказать, может закинуть. Это абсолютно, в принципе, недорого. Конечно, 2-3 метра большие, да, такие в виде разноцветные ночники, это 60 сантиметров, килограммов, там, не знаю, 6-7 она вешает. Очень, это и в качестве ночника, и в качестве декора, и вот я дома держу просто-напросто, не могу никак налюбоваться. Очень интересная вещь и хорошая вещь. Короче, и светильник, чисто ногчи бау наш, короче. Шамиль это мастер, наш мастер по металлообработке. Вай подписчик ваш, вай патриот ваш, нохчу ваш, Шамиль бошу, генчигер. Цо ящикош. Я же загружал этот пост с телефонным номером этого парня. Конкретно вот эта башня стоит в пределах 12 тысяч рублей. То есть это не так уж и много, честно сказать. С учетом сейчас. Инстаграм есть у него. У него есть YouTube. YouTube канал у него есть, Рамазоти. Я скину вам обязательно. Скину ему. Сейчас. Да, YouTube канал есть у него. Я YouTube скину. Что? Рамазоти я скину. Директ. Напомните мне, где такую кофту? Это не кофта, это футболка, которую мне подарили мои братья-адыги. Спереди национальный флаг братьев-адыгов, а сзади написано гора Эльбрус и написано мое имя. Еще вот такой вот флаг. Это мне подарили футболку братья-адыги. И я с уважением ношу ее. Дорогу в Грузию прокладывают, идут работы, расширения, очищения до самой границы Грузии. Иншаллах, надеюсь, в ближайшее время будет у нас дорога в Грузию.
Государственная программа для этого есть. Вице-премьер Чеченской Республики курирует этот вопрос. Работы идут, продвигаются. Не знаю, что там говорит Рамазотти, но я вам говорю конкретно. По Чеченской Республике есть конкретика. Вот. Но под лицу все к лицу, брат Адык. Зеленый цвет – это мой цвет. Держись до последнего, мы где-то там с тобой. Мадам Бро, огромная благодарность, мадам Бро. Ну, Рамазотти, ты говоришь свое, я говорю то, что я знаю, ты говоришь то, что ты знаешь. Я все-таки немножко чуть больше тебя знаю, так что все нормально. Дыгни когда все будет хорошо, иншаллах. Я-то держусь пока, по крайней мере, пытаюсь держаться. Вот. Иногда получается, иногда не так. Рамазотти, я просто не говорил всего. А так, еще раз, пока еще у нас идет и меня не выкинуло с эфира. Хочу, чтобы все вы еще раз заранее, вот точно так же, как написано в нашем заголовке, Башлам.39 Live, у нас есть YouTube канал. Подписывайтесь все на YouTube канал. Мы проводим пятницу, субботу, воскресенье, проводим эфиры в YouTube. YouTube еще ограничений не наложен. И можно вести, мы 2, 3, 4 часа проводим, отвечаем на вопросы. Вот последние 2 эфира мы провели под Зурзуком. Хотя некоторые пытались за уши притянуть, что только они дзурдзуки, но мы предоставили достаточно весомых и очень сильных документов, кто говорит, где говорит и как говорит о том, что кем были дзурдзуки. Поэтому не пропускайте, подписывайтесь на наш YouTube-канал, транслируется, если нет никаких проблем, почти что каждую неделю мы проводим в то же время, или в 10, или в 11 часов ночи мы начинаем и проводим прямые эфиры. Инстаграм редко получается, и здесь невозможно сохранить прямой эфир. Проводятся эфиры в Ютубе и в Телеграм-канале. Телеграм-канал и Ютуб-канал, ссылки вы можете найти у меня в шапке. Башламу алейкум, как мама? Мама, альхамдулилlah, держится. Жара трудно, но держится. Ассаламу алейкум, ассаламу рахматуллахи баракатуху. Не поддавайтесь на провокации, не верьте всякой чуши. Все, работа идет, продолжается. Мы опровергаем ложь, мы пишем о своей истории, очень много новых материалов, новых книг. Наши братья поддерживают, присылают. Что касается видео, которое мне человек 50 скинул, наверное, насчет того, что Аушев сказал про Псидах. Это видео я видел. Но боюсь, что никто никогда и не отрицал, что Псидах – это чеченское село. Но в Чижбе. Со времен основания, как поселились туда первые жители, там все время Диокюрта, Новчихелю. Но он входит в состав Республики Ингушетия. Поэтому, если кто-либо говорит, что Диокюрт или Псидах не был никогда чеченским, вот тогда можно этот материал использовать. А так, использовать этот материал о том, что сказал, не сказал Аушев, ничего не изменилось. И до Аушева она была чеченская. Иван Гурду, Вайбешин, Гамик. Иван Гурдай, Шадек Гурду, соответственно, Хачан, Вайбашт Хачан. Не знаю, у меня в квартире сейчас плюс 31.
وينجح ويبيش نجح ويبش ترشان شهادة جديد كده. Да, Айткалва. Знаю, что они исконные чеченцы. Про Айткалва, кажется, я написал. Вы спуститесь, посмотрите. Нет, в Сидах не адыгский, брат адыг. Название дали адыгское, адыги дали. А селение чеченское. Что? Если ты имеешь в виду, что определенное время оно было под адыгами, да, было. Дела басам, оснахует, омах, дюкш, хортуком, андуго, валь, калелир, сабок, лавой, дыху, хырку, дутицы, валь, калелир, сабок, лавой, дыху, хырку, ну да, мы же об этом говорили 4 года подряд. Не потому, что они переживают, или не потому, что они так считают. Там принцип один: разделяй и властвуй. Нужно поделить максимально. После того, как разделить, раздробить, уже чтобы непосредственно дальше было проще. Видите, сперва они говорили, что акинцы якобы отдельны. Мелхристинцы, они говорят, отдельно. Уарства, они говорят, отдельно. В некоторых своих выступлениях. Или говорят, мы все войнахи. Но заметьте тенденцию. Сразу же последующим шагом, все, кто это делает в основном, потом я вам опубликовал последнюю книгу, показываю вам. Это не фитна, это не раздор. Вам показываю. Уже в своих книгах подтекст научно-исследовательский институт и все там университеты начали писать. Акинское общество, ингушское общество. Мелхристинцы якобы это ингушское общество. Остроевцы это ингушское общество. И везде пишут. То есть сначала дробят, потом приписывают. И тут дело не во мне или в том, что там начинают многие, вот из-за тебя, вот ты промолчи. А если я промолчу? Если я промолчу, все ли изменится? Нет, ничего не изменится. Они, как писали, будут писать. Просто при очередном конфликте, или вот как с этой землей, все прекрасно знают, что в 2009 году эта земля была украдена. В 2009 году после 2018 вернули. И не имея ни стыда, ни совести, взрослые люди, которые годятся мне в дедушки, сегодня говорят, что эта земля была их, и что ее украли сейчас чеченцы. Якобы под прикрытием Путина и так далее и тому подобное. И все молчат. Или же говорят, так не все думают, или не все считают. Тогда зачем? Прошло уже 4 года с тех пор, как вернули землю. Зачем до сих пор закидывают эти карты? Никогда не существовавшие все карты. Никогда. 90% карт фейковые, которые закидывают нордейцы. Без разницы. А когда опровергаешь, что они начинают говорить то о личности, то о твоем лице, то, что у тебя волос нету на голове, то о другом и твоем финансовом положении, что я чуть ли не работаю там, оказывается, вплоть до Путина чуть ли я не работаю здесь. И брат Адлан задонатил, Адлан, да, да, духва, да, мокш нашли, да, сидуем. Я не против, еще раз вам повторюсь, я не против, если кто-то изучает свою историю, не трогая нашу историю. Занимайтесь своей историей, но не переходите. Не говорите о кейнце, что они там, или мелхристинцы, или ваш. Те, которые, эта земля и эти общества, часть единого общего народа, они были, есть всегда. Если
определенный период, там, на 4 года они переходили, вот этот кусочек небольшой, переходил к вам, а потом его вернули обратно, это не обозначает, что он ваш. Да, это для любого человека. Что касается вопроса адыг. Малая Кабарда, которая была за Тереком, уже получается правобережье Терека, на нее уже адыги не имеют никакого права. К сожалению, брат, не имеют. Чтоб ты знал. Бек Черкасский эту землю продал. Она не принадлежит уже кабардинцам или адыгам. По крайней мере, та, что находилась вот в области Малой Кабарды. Если бы ее насильно отобрали или что-то насильственно было, это один вопрос. Но ее добровольно Бек Черкасский продал. Ее купила царская Россия часть. И вот это в Седах выкупили сами жители этого селения, скинули все, что было, собрали золото, украшения и выкупили это село. Часть земли, которая была, принадлежала когда-то Беку Черкасскому, потом туда заселили орстроевцев, которых с горной части спустили вниз. Ну, якобы, чтобы они не воевали и перестали воевать против царской России. А потом уже туда подселили непосредственно ингушей. Сегодня некоторые люди пытаются по этой части спекулировать очень. Рассказывают, что якобы там в 15 веке не было там никакого в 15 веке, ни в 16, ни в 17 веке никого. Если сегодня вы говорите, что какие-то общества, которые сегодня входят в состав Ингушетии, что там проживали, но это не обозначает, что эта территория была, даже если это так гипотетически. Потому что первый, кто входил в состав, кто заключал договор или все остальное, я прошу заметить, я никого не упрекаю ни в каких договорах, ни в чем. Это личное дело каждого человека. Мы говорим исторически. Но то, что там не было, это однозначно. По очередности. Поэтому, что касается остальных земель, после того, как выкупила царская Россия, она и заселила туда терских казаков. По мере отбытия оттуда терских казаков уже поселились. Самый большой наплыв на Сунжинский, Малгобекский округ уже появился, наверное, после конфликта 92 года. Тогда в этих селениях, в верхней части, стало еще больше ингушей. Об этом есть документы, и эти документы не чеченские. И я знаю, это история. Империя, история. Сейчас хотим мы этого или не хотим мы этого. Что там было раньше, что там будет, что находится сейчас. Это абсолютно разные вещи. Вот, никто не оправдывает, никто... Такова история. Кто бы что ни говорил. Это было, но сейчас этого уже нет. Поэтому мы не можем изменить ничего прошлого. Если мы не можем изменить своего будущего, то что уж говорить о прошлом. Ты абсолютно ничего не скажешь. Что ж. Еще раз всех, кто есть в Инстаграм. Вот bashlam.39 лайв скопируйте и вбейте в YouTube. Подписывайтесь на наш YouTube канал. Там в YouTube мы проводим прямые эфиры. Меня вот каждую секунду может выкинуть с Инстаграма. Я, опять же,
зашел сюда, как вы знаете, через VPN, а это не сильно надежная тема. Не забывайте подписываться на телеграм-канал и на YouTube канал. Сегодня просто-напросто я непосредственно не зачитываю моменты какие-то, хотя мы обещали, что под Зурзуком продолжим, но мы обязательно проведем эфир и под Зурзуком продолжение. Тоже такие Зурзуки, кистинцы. Конечно, с каких книг, в каких материалах это упоминается, чтобы было понятно. Сделать ролик, конечно, я не могу, но вот это вот четкая башня, видите, металлическая четкая башня. Она не просто башня, это вот такая вот башня, потом вот такая башня, а потом вот такая башня, или вот такая башня. Так что можно разные темы делать. Вот так и живем. Вот так, видели? Тема пошла тема родная. Так что, вот так, а вы думаете, нас не поддерживают. Есть достойные братья, которые всегда поддерживают нас такими вот патриотическими. Хамас, слушай. Задавайте вопросы. Все, если у вас есть вопросы. Сайд Мухаммад, ты не перестаешь меня удивлять. Ера самовар, самовар. Ты, как всегда, в своем репертуаре. Да, брат Адей, с деньгами напряг, конечно. С деньгами напряг. Да и ну, Сайд Мухаммад, живой. Пока держусь. Все сложнее и сложнее, но держусь. Ай, солдатик. Баркал. Ибраим, братья, я сейчас, пока меня не выкинуло, я быстро здесь сохраню. Давайте все перейдем на тот наш основной канал. Постараемся туда зайти. Не теряйтесь, зайдем на Башлам просто .39, чтобы здесь пока не выкинуло. Хорошо? Всех прошу, сейчас я перезагружу и зайдем снова на канал Башлам .39.
Чтобы не заблокировали, Ибраим. Алейкум ассалам. Так. Так. Ага. О. На том канале провели мы. Пока не выкинули отсюда, тоже сюда заскочили провести эфир. Продолжить наш эфир. Первую часть мы провели на канале bashlam.39 live. Вот сейчас мы здесь, и хочу сразу уже напомнить, уважаемые подписчики, братья и сестры, наши эфиры не останавливаются. Мы проводим эфиры на канале bashlam.39 live на YouTube канале и телеграм-канале тоже. Алсан Дупнах Цахыл, походу, пущу. Саджанты, да, потому что по России сейчас Инстаграм, конечно же, немножко проблематично. Поэтому такая вот тема. Что было? С VPN не дружат. В YouTube канале у нас в основном зрелые такие, матерые, старые подписчики, которые очень внимательно следят за каждым эфиром. Молодежь в основном в Ютубе не сильно любит. В Инстаграме, в Телеграме еще можно. В Телеграм и Инстаграм мы будем пытаться проводить эфиры, когда кто-нибудь там захочет провести дебаты, то есть показать свою прямо активность и опровергнуть нас, если, конечно, хватит душка и пушка, чтобы принять истину. Но обычно многие принимать истину не хотят, и за спиной говорит всегда мастера. А так, по мере возможности, конечно же, алейкум ассалам, все, кто хочет поговорить, провести дискуссию в рамках кавказского менталитета, всем добро пожаловать. Просто отправьте в директ запрос, сказать, я вот в это время хотел бы пообщаться с вами насчет истории, там, допустим. Здесь нет, в Ютубе провожу, уважаемые друзья. Пятница, суббота, воскресенье с 10 или с 11 часов ночи на YouTube-канале bashlam.39 live мы проводим свои эфиры по истории, географии, по опровержению нордийских сказок, да и разно, очень много. Все, что касается нашей истории, национальных героев, разоблачения лжи, касаемо нашего фольклора, или, не знаю, башен, флагов, тейпов, тухумов, все вопросы и аспекты пытаемся рассмотреть. Конечно, в последнее время мы начали для любителей, тех, кто очень сильно любит, чтобы прямо зачитывали, поэтому мы зачитываем многим. Ассалам алейкум, бюстик фулда, Аллах рез фулхауна, ахбяш бохана. Фейк 004. Масана хил Аллах рез давьязил, бюстик шуя. Вы у нас насчет работы, как бы, работаем не переставая, вот, немножко запаздываем иногда, но это, как говорится, все из-за того, что ограничения есть небольшие у нас.
А так, все, у кого есть YouTube канал, у кого нету YouTube канала, заведите себе аккаунт на YouTube и подписывайтесь на наш канал. Там интересно, круто и много-много чего нового. С телеграммой, конечно, с телегой не так. Так-то у нас есть и телеграм-чат, и твиттер, и фейсбук, и инстаграм. Но да, там все есть, все по мере возможности, конечно. Это вот за последнее время то, что мне прислали, подарили мои подписчики. Нет, пока еще не решился. Работа кипит, короче. Последняя работа, которую мы вели, это... Последняя работа, которую мы вели, это под Зурзуком. Под Зурзуком вели работу. И ведем работу, пока посмотрим. Сейчас должны быть выезды, по мере возможности, если получится, я постараюсь выехать. Но заранее забегать не будем, пока приготовились, подготавливаемся, если получится, финансово получится, конечно, постараемся выехать, так сказать, ареал обитания, где проживали когда-то наши предки. Да, все каналы есть. 2 на Инстаграма, вот то, что есть. Но эфиры я в основном провожу на Ютубе и на Телеграм-канале. Их не банят, пока не запрещены еще. Да, там аудитория чуть меньше, конечно же. Но, по крайней мере, стабильно просмотры, звонят, спрашивают, говорят, что вот здесь что-то ты не договорил. То есть аудитория такая взрослая. Так что подписывайтесь на наш YouTube канал bashlam.39live. Поэтому у меня нету никакого своего пути, я только по истории своего народа. Историю своего народа, разоблачение и фальсификация лжи касаемо нас и нашей истории. Вот. Если кто-то пытается соврать, сказать то, что не принадлежит им, приписать к себе, это разоблачаем. Фейковые карты разоблачаем. Когда берут национальных чеченских героев, это тоже разоблачаем, то есть не своих. В последнее время очень сильно активизировалась эта работа, но мы не дремлем, мы не спим. Мы, я всегда говорю, но это, конечно же, небольшое количество людей. Последнее разоблачение это было о том, что акинцы пошла познавателям за стабильность и поощрение деятельности. Июня, да, Духуахва, ДРС. Последняя ложь, это, которая, опять же, работа, написанная якобы научно-исследовательским институтом, якобы Дахкильговым, о том, что мелхистинцы, акинцы и майстинцы, майстой, что они являются ингушами. Хотя это, конечно же, не является достоверной информацией. Ва алейкум ассаламу ва рахматуллахи ва баракатуху. Друзья, абсолютно никакого труда не составляет. Все, у кого есть телефон. На телефоне есть мобильная версия. YouTube. Можете сделать любое название. Ассаламу алейкум,
Германия. Тебя слушают многие. Баркаллах, братья, за все, что ты делаешь. Это с YouTube канала Баркалмасана, Германия. Рвежриш салам маршалдок. Арбайрак яйтен рвежриш на ДРС. Будем болеть он сборную. В комментариях они вас сделали своими теперь. Но я и не удивляюсь, поэтому я говорю, сделайте, там буквально 5 минут не нужно, чтобы на YouTube канал, чтобы сделать. Вот. И подпишитесь, нажмите на колокольчик, и сразу будет приходить уведомление, когда у нас идет эфир. Название канала. Ибраим, скинь название канала всем, кто не видел, чтобы знали. Название нашего YouTube канала и Telegram канала. Ще и ссылки скинут. Ибраим. Ахалдаться. Вот так вот. Очень в последнее время, как говорится, закидывали информацию о том, что там ночью это не Зурзуки и так далее и тому подобное. Но мы методично, уничтожая ложь, сказки, Филькины, грамоты, работу продолжаем по изучению своей истории, по изучению своих тейпов. Очень много новой информации, касаемо и башен, и истории, и взаимоотношений. А сейчас появилась еще одна новость касаемо дороги в Грузию. Иншаллах, забегать вперед не будем, но будет все хорошо. Пока учимся, работаем, читаем. Есть плюсы, очень много плюсов. Есть, конечно, и свои минусы. Но мы держимся из всех сил, пока есть возможность. Поэтому распространяйте видео и распространяйте, призывайте всех наших подписываться на YouTube канал. Вот. А прямые эфиры или дебаты, ва алейкум ассалам, те, кто хотел бы провести там, показывая свое лицо, или как некоторые нарнийские утырки и хачаилисты говорят, что там меня якобы разоблачили, что меня наказали. По крайней мере, еще не нашелся ни один, который бы пришел в эфир, доказал и опровергнул официальную версию, историческую версию, которую я предлагал. Не хвастаюсь, но мы в основном апеллируем фактами. Достоверными фактами, книгами, картами, архивными документами. Поэтому никакие хачаилисты нарнийского происхождения никогда нас не опровергали, не разоблачали. Единственное, что сделали 20-летней давности, когда я был студентом, когда я там встречали, я был активным общественным деятелем. Когда мы встречали чемпиона мира Буайсара Сайтиева, нашего брата, мировой звезды вольной борьбы, мы патриотическому, поскольку он представляет Россию там с флагами нарисованными, вот эти фотографии еще по молодежке сделали. Это было лет то ли, не знаю, 10, то ли 15 тому назад. Эти фотографии закинули, меня якобы разоблачили, что я там и так далее и тому подобное. И самое интересное, кто закидывает эти фотографии? Закидывает и говорит, и этот человек нас упрекает. Иони, да, Декник Хардон, поверь мне, все идет к своему логическому, как должно быть. И начинает говорить типа о том, что этот человек упрекает, что мы 250 лет
уже там под Россией и так далее. Я никогда в жизни никого не упрекал в том, что подписали или там стали подданными Российской империи или царской России. Это, во-первых, история. Я никогда этим не упрекал. Я не знаю, почему это ко мне приписали. Может, у кого-то и горит там, не знаю, Пукан, Чукан, чекиндезовские свои сказочные какие-то заоблачные вещи, но я никогда в этом не упрекал. Уж что, упрекать в этом нечего. Но упрекать меня в том, что я там, у меня там нарисован российский флаг, там, я не знаю, или там, что я встречал какого-то своего олимпийского чемпиона и так далее, был в молодежной общественной организации когда-то, это, конечно же, абсолютно несоизмеримо. Ну, видать, сколько ума, столько и, как говорится, ладно, оставим. Если у людей короткий ум, это их проблема. Поэтому упреков никогда нет. Ни для кого. Еще раз, я никогда не затрагиваю ничьи национальные интересы, не затрагиваю ничьих, там, как говорится, историю чужих людей. Я прошу только об одном. Когда трогают наши, я печатаю там, допустим, о башнях, исконно чеченских башнях, или же я о петроглифах пишу, или же я пишу о чеченских обществах. Не надо влазить в нашу историю, занимайтесь своей историей. Ваше мнение интересно, а нашу трогать не нужно. И уж тем более состоявшийся ногче этнос трогать и говорить о какого-то умственно отсталого старого больного человека, цитируя его, он становится на уровень хуже даже, чем этот больной старый человек. Поэтому можете подрывать пуканы, можете свои кассиалистские, нарнийские замашки, делать все, что угодно. Но занимайтесь своими вещами, мы будем своей историей заниматься. Никого не волнует, строят чеченцы дорогу в Грузию, не строят, это никого не должно волновать. Это экономически, географически, по-соседски, по-братски. Это наше личное дело с грузинами. И никого это не касается. Получится, получится. Не получится, опять же, это наше дело. У нас дорога уже есть. Спокойно есть. Просто-напросто речь сейчас не об этом идет. Расширение, утверждение. Все идет потихоньку, как говорится. Сейчас, в данный момент, с этим переживать кому-либо не стоит. Наблюдайте за новостями, слушайте, именно касаемо, и вы много чего нового увидите. Остальное, конечно, по мере возможности. Да, появились ролики о том, что якобы это там наши. Но еще раз я вас прошу. Во времена, когда были дзудзуки, название, как историческое название этноса, дзудзукети или дзудзуки, или киста и кистети, не было пропорционально, я не знаю. Вы можете прочитать статистические данные в 18 веке сколько было. И уже потихоньку можете с 18 века, убирая каждые 100 лет, пойти вниз, и вы поймете, что ни у кого никаких там древних там быть не могло. Название, если меня спрашивают, чтобы опять же никого не обидеть, название Дзудзукетия, общее название, в основном оно относится к Ногче народу, но в то время ингуши были частью, мы были единым одним народом, оно и относится, только в этом случае относится и к ним. А в другом отдельном случае нет. И никогда этого не было. Материалов десятки. Есть ссылки, есть все остальное. Поэтому я вот так коротко пробежусь по тем вопросам, которые прислали мне в директ. Что касается карты, которую мне прислали, якобы там какая-то карта, ты видел эту карту древнюю там с Англии. Уважаемые мои друзья, я не собираюсь называть ничьи имена, но это английская карта, якобы, которая с секретных архивов Англии лежит. На Авито
в электронной версии в продаже висит 4 года. Никакого разрешения у англичан не спрашиваю. Эта карта, сколько она там, 2500 или 3000 стоит, она стоит и в цветной версии, и в черно-белой версии. Я вас прошу, не удивляйтесь, не делайте такие глаза. Что касается карты, опять же, Вахушти Багратиони, которая была составлена по словам Вахушти Багратиони. Я еще раз говорю, если вы собираетесь верить всем словам Вахушти Багратиони, то прочитайте его материалы, и вы найдете очень много нелицеприятного о себе. Что касается чачаны или там, ну, на плоскостной территории, то, что их называли чачаны или шашаны, от слова, как черкесы называли, никто этого не отрицает. У нас земли были и плодородные земли по правую сторону терека. Некоторые утверждают, даже есть основания говорить, что и до Ногайских степей плоскостные территории были у навчиц. Что касается момента о том, что якобы только в этот старый маразматик говорил, что там мне прислали скрин, где там говорят, что в первой половине 18 века, там где-то в 1822 или 1726 он говорил, или и так далее. Я хочу огорчить этого больного старого человека. Дело в том, что упоминание чеченцев или чечаны, город Чеченов, есть 1690 то ли 6, то ли 8 год. То есть в конце 17 века уже название Чечен есть. Я ненавижу это название. Я снова говорю. Но сейчас оно уже закрепилось. Хочу ли я или нет, оно закрепилось за мной. Но никакой Чачантала, никакой Сюли, никакой тупой проплаченный имени красный горшок и ему вылизывающие все, что можно вылизать, вы закидываете, что якобы там... Прочитайте документы. Документы публиковали. Как он попал, как он этот земельный участок просил, как ему потом ставили по самое не могу, там, домой сказали, прогнали с этих земель. Как он опять пошел царскую администрацию жаловаться, чтобы вернули эти земли, чтобы помогли чеченцев подавить. Эти все материалы есть. Все это есть. Вам переживать за это не стоит. Вы можете посмотреть. Вы сразу идете ко мне, спрашиваете. Ну, мне смешно, потому что последние эти 4 года я только об этом и рассказываю. Новых материалов все больше и больше. Что касается, я вам коротко так пробегусь. Что касается Гайрбеков, отдал там район, там не... Гайрбеков ничего не отдал. Есть документы, Гайрбеков даже не присутствовал. Притом, когда там был Даниал, там был этот Акацев, там кто был, прекрасно написано, как они делили эту землю, как они возвращали, кто был против возвращения чеченцев и ингушей. И еще многое-многое интересное мы вам обязательно, точнее я, ваш покорный брат, напечатаю. Читайте, публикуйте, делайте репосты. Очень много интересного будет еще впереди. Очень много, да. По мере возможности, все, что касается нас, я делаю и буду вам показывать. Снова же, еще раз повторюсь, не я нарушил мораторий и не я начал опять эту возню подумать. Никакой и Ермолов самые большие 4 мечети в Чечне не строил. Никаких красивейших мечетей Ермолов не строил. В документе, о котором говорит этот старый маразматик Балаболбин, генерал горе стратегического назначения, там написано о том, что у него было желание выделить деньги на мечети. Опять же, количество мечетей не утверждено. Все это есть, все мы это публикуем, будем публиковать, будем показывать людям ложь. Не надо вот эти свои разговоры.
Шейхлят судуиц хаус хашу, шейхлят шо нокчи дала, шо оман дала. Худуиц хаус ишь так хвордушун, асубах хвордушун, царубах хвордушун. Вот и все. Я никогда первый не лезу и не начинаю в чужом огороде. Своих исторических моментов достаточно. Но когда говорят майстой, эхи, мелхи, уарствой, что они являются чисто ингушами, вот тогда, конечно же, я знаю, или сов сатайпан, или экшбатой, когда начинают говорить, что мы что, не знаем, кто мы есть? Берит, кастхай, дейшиц, эшху, что мы? Да, мы не врем, не говорим 40 предков, я знаю, или 50 предков. Я такие вещи не говорю. Сувахарват. Одна буква даже, если ошибочно я назову, калеш, имашлина, дал Аллах, жваб дал садис. Сайд Мухаммад, гоуш киетер ду, аса ноутбуки, аша хама качня. Со семашка, вэкнаун, давуденке вэкнаун, со семаш вэкнаун, со на рыбалку. Вон, а еле удочки цани, это давуденке. Бюса як, шер лоч, айнаунсо. Я всегда в доступе. Если ты приехал домой, я тебе номер скину, в любое время встретимся. Ну, ваш троем, ты не удивляйся, Бальтазар. Ваш троем, да, Тиган? Там весь шатойский кластер, все говорят, что шейбу бахца. Вот, да. Сом уже аитсица, ноутбук, аш хакоч бош, ашу, и ноутбук, хаца коч деш. Болхан уж шерк, я обещателен, макбук, мечаю, обещателен. Хитсит, хакоч бош, ашу, инца акачем, аца, Сайд Мухаммад. Я всегда на связи. Все, кто приезжает домой, все, кто берет мой телефонный номер, кто бы не позвонил мне, я со всеми встречаюсь. Но это как бы личное, сейчас вернемся в область нашей работы. Я хочу, чтобы вы прекрасно понимали, кого вы защищаете и что вы защищаете. Защищать ложь во имя братства не стоит. Если не навлекают на наш народ и на нашу историю или географию ложную информацию, никогда, вы когда-нибудь... У меня мой блог с 2013 года, мой канал, существует с 2013 года. С тех пор до 2018 года вы видели хоть раз, чтобы я говорил об этой тематике? Хоть раз я даже слово говорил это, а уж не говорил красный горшок, Бузуртанов и так далее. Расул Альдеев, один ингуш говорил, что знает своего тысячного предка. Мегарду. И не услышали. Но когда начали говорить, нести околесицу, то упрекали, что Вайсюлиш Сани Бубов шли, а потом уже начали говорить. Владикавказ, чей был город? Российский город был Владикавказ. Город российский. Русские создали город Владикавказ. Крепость Владикавказ. Назрань русские создали. Русские создали крепость. Грозные создали русские крепость. Кизляр создали русскую крепость. Я надеюсь, я тебе ответил в магазин электроники. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Мораторий с балконом. Нет, уже все балаболки, чекиндезы, нарнийские хачиалисты, все нарушили. Все моратории начали оскорблять и народ, и все вместе. Опять же, не я начал. Я отвечаю на ложь. Я говорю, никакие вот такие вот... не знаю, если вы хотите братство, ради братства принимать ложь, это неправильно. Я на нормальных людей никогда ничего не говорил. Никогда. Вот. Что касается критики, не критики, истории, не истории, критическое есть мышление. Я же не только, с борщами тоже рублюсь. Ничего,
то, что они там рассказывают о том, что предали там чуть ли не враги народа, правильно, депортацию. Я же с ними тоже веду дискуссию. Они называют нас чехами, я их называю борщами. Ну, у нас идет такая рубиловка. Но никто не переходит личности, не говорит про мамины, про папины, что-либо, интимные места и так далее. И внешность никто не переходит. Да, пытаются вести некультурный разговор, но мы сразу пресекаем эту деятельность. Даже сюлюш сани хульшил, амин сюлюш сани дяшхайна, сюлюш амин цадует, доцик цадует. Упрекали, что сюлюш сани, упрекают, дин, а то она сюлюш больше иш даёшь. Хотя цан прекрасно, аухай махкаил ситуация. Мало того, что валейкум ассалам, Осман, валейкум ассалам, рахматуллахи ва баракату. Банкейсер, вежериш, салам, маршал, докмасер. Банкейсерлят, материал, кячаш, волсо, уже хан ицеласын. До того духаню кячен, ицец, чупусари боже. Амин, Ибраим, амин. Я не против, вот я же говорю еще раз, я не против тех людей, которые здравый смысл, и нормально получают, сам босс, молодцы. А пич больше, мобит боссу. И мобит сунца олша, Харсан беш, будешь питандяш от того, что ты делаешь больше вреда. От того, что я делаю больше вреда. А тебе завтра, послезавтра твой сын, твой внук, Делер салам маршал хилши гвежри, скажет, воем ногчица гала, воем гала хила, я воем нагайч хила, я воем сюля хила, ачхас хиетар душло. Сунам цавиш, хоть эн ногчиду, иншаллах, хила ду хигду. Эх кейду, мел кейду, шедеш, пацанокчиду, цапанду. Тейп наш ду ваш, ду гаш, ду не кейду. Ваш трой, варен, дой, эрс, ной, гуной, пошедеш, цен ногчиду. Цен дат бош, камял дяшвега, шиец и цен доц дэр. Ча ханнах вину цаху дэра, дяш камял дуцу. Криума дать. Поэтому будьте бдительны. Если что-то интересное найдете в видео, скидывайте в директ, скидывайте в WhatsApp, в Telegram мне скидывайте. Свежая новость такая важная. Да, я не могу некоторые политические моменты загружать, закидывать. Вы должны понимать. То, что нельзя, вы должны понимать, что незнание закона не освобождает от ответственности. Да, беш болбол энхер дуй там канал да яка якидек да азбо буду вай техина хурдат вай историю хурдат вай так адач хурдат вай кидек хурдат. Я политически ни за кого не я про политику ничего не говорю. Сразу прошу этих балаболов, которые ему проплатили, ему сказали, чевара де дапхайл нагасан харс вышла. Мне никто ничего не заплатил. Единственная зарплату или поддержку, которую я получаю, это то, что мне, если кто-то задонатит, вот это все. И то я его трачу или на книги, или на карты, вот на это. Но я еще раз вам говорю, этот человек перестает быть интересным, когда он не говорит о Чечне. Почему дали воинской славу, почему не дали воинской славы, это не касается умственно отсталого человека, больного, старого. Потому что вся нефть, все, что нефтесмазочные, все шло на фронт именно с Грозного. Но это не поймет, еще раз говорю, больной человек не поймет это, да, маршал дальше. Ему и дело не должно быть, почему Грозный является город воинской славы.
Я еще раз хочу сказать этому чикиндезу шизанутому. Зачем ты жил в Грозном? Вот как родился, там бы и жил всю жизнь. Зачем ты жил в Грозном? Кто тебя сюда звал? Когда тебе желтую карточку давали из дурдома, люди же знали, за что тебе его дают. Кто бы это ни был. Поэтому, что дают городу Грозному, какие звания дают, все, что касается Нохчичу, не надо, это не твоего ума дело. Ты бы хотя бы себе воду провел там, где ты живешь. Воду проведи для всех. В дерьме не разбираешься, а пытаешься всех обучить истории. Еще раз говорю, мы сами разберемся в своей истории. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Тем, кто только что зашел, уважаемые друзья, Башлам.39 лайв, вбейте в YouTube, там наш канал. Пятница, суббота, воскресенье мы проводим эфиры на YouTube канале. Всех приглашаю, подписывайтесь на YouTube канал. Мы часовые, 2-3 часа там проводим эфиры. Если кто-то хочет выйти в прямой эфир, может отправить, мы проведем в телеграм-канале, можно тет-а-тет, имеется в виду видео, face-to-face, провести дебаты. Я всегда готов. Башлам, где ты был? Я был здесь все время. В Инстаграм я выкладывал посты, а так прямые эфиры мы проводим или на телеграм-канале, или на YouTube-канале. В основном на YouTube-канале. Вы должны знать, Инстаграм-канал стоит в блокировке. То есть не все. Сейчас люди не могут зайти, потому что многие не умеют пользоваться VPN, особенно. Поэтому заходят или в Telegram, или в это. И сейчас я вот провожу эфир с вами. Не факт, что этот эфир я смогу сохранить. Я поэтому быстро выхожу, опять загружаю, потому что интернет выкидывает и говорит, что вас там пытаются взломать, потому что VPN с этим блуждающим адресом ставит Инстаграм немножко непонятную позицию. И, само собой, показывает неправильное количество. Если сейчас 22, 23 или 25 человек, то в реальности 40-50 человек. Ой, то есть он количество людей не показывает, это правильно. Но это из-за санкций или из-за этих Инстаграм ограничений. Вот. Все передайте всем моим подписчикам. Подписывайтесь. Башлам.39 лайв. Подписывайтесь на YouTube канал. Создайте 5 секунд создается канал в YouTube. Создайте, нажмите, подпишитесь, нажмите на колокольчик, и сразу будет приходить вам уведомление. YouTube работает в России. Сразу будет вам приходить уведомление о том, что идут прямые эфиры. Эфиры мы делаем про историю. Опять же, касается это Ауха, Панкиси и всех остальных. Все, что касается Нохчи народа. Я хочу, чтобы вы знали, мы не занимаемся политикой, мы занимаемся историей. Продолжается, мы пишем, публикуем. Последнее то, что я опубликовал, Майстой, Мелхи и Эхи не являются ингушскими тейпами и никогда их не были. Это исконно Нохчи тейпы. Майстой, Эхи, Мелхи. Всю жизнь были, есть и остаются. Не поддавайтесь на провокации, изучайте свою историю. Еще раз вам говорю, если вам интересна история, наши адаты, наша культура, традиции, я не против, я с радостью. Подписывайтесь, заходите, мы будем общаться. Не нужно то, что я когда-то там
по молодости, студенческие годы, что-то там я сделал, с кем-то сфотографировался. Из этого делать выводы. Изучайте не меня, изучайте нашу историю, культуру, традиции, географию. Я вас не прошу за меня голосовать, или я хороший, выплыл, я такого не говорю. Лалям Балаев. Я слышал, что в Бузика стреляли, когда он жил в Грозном, но ни одна пуля не попала в него. Смешная история. Честно сказать, я не слышал. Я на больных старых людей не обижаюсь, Сундера. Сакеск был ушунся. Я еще раз говорю, на личности что-то там переходить мне дела нету. Но Ермолов не строил в Чечне самые большие мечети 4. У Ермолова не было чеченских жен. И Ермолов, Виршвикцу, Ермолов, Цанец, Ханкоша, ничего хорошего для почти всех кавказских народов никто не получил от Ермолова. Ну, кроме терских казаков. Был ли прав, не прав, в судный день это будет видно. Но мы, тысячи и тысячи представителей нашего народа погибли. Когда человек говорит, в этом виноваты сами, они были самый кровожадный народ, это слова Ермолова. Вы должны понимать, человек становится, взрослый человек в аудитории 3, 5 тысяч, 10 тысяч, без разницы, сколько бы ни было, говорит, что Ермолов был прав, точнее не Ермолов прав был, он говорит, а этот народ кровожадный, такой нечестный, нападает и так далее и тому подобное, трактует слова, цитирует слова Ермолова и ставит на этом как бы акцент, делает, чем он лучше самого Ермолова. Вот и все. Поэтому мы, люди, которые попали под конкретный замес, получили геноцид от этого человека. Именно во время Ермолова. И должны понимать об этом. Если бы я видел, там говорится, что он выделил, что Ермолов хотел выделить деньги на постройку, но я не видел ни одной мечети того периода, самые большие, красивые, которые он построил. Это ложь. Остальное мы будем разоблачать, показывать. Вы увидите сами. И вот Ахадиха Дуса. Мне дела нету до хороших, нормальных людей, имеется в виду, я их не задеваю. Я отвечаю только провокаторам и останавливаю их ложь. Я считаю и убежден в том, если ложь не будет разоблачена, я боюсь, что через лет 50 или 100 люди будут ссылаться на этих больных людей, умственно отсталых, больных, старых людей и говорить, что с тех пор наши предки говорили, и это было правда. Оно так и останется, поверьте мне. Лучше сейчас быть плохим и всю ложь опровергнуть, чтобы завтра между нами не было плохих отношений. Пич бучвега, Делсалам Хилсону, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, ши уммата ватсалам. Кто бы ни врал, что бы он ни делал, надо эту ложь прекратить. Задумайтесь, те, кто там становится адвокатом. По поводу Дзурдзуков, эфир мы продолжим на YouTube-канале. Не сегодня, конечно же. Обязательно сделаем эфир. И много новых материалов, конечно, мы зачитаем. Будем зачитывать. Я вам зачитаю, на какой книге, какие ссылки. Все вы узнаете подробно. Чечен это как? Что как? Что ты спрашиваешь, как? Я не понял, как, что? Ложь. Как нужно ложь предотвращать? Очень просто. Брать достоверную информацию, показывать, где они врут.
Очень просто можно. Ну, тот, кто занимается историей, блогерством, знает прекрасно, как это делать. Фейки нужно разоблачать. Без этого никак. Найдите корень, где написано, как написано, кто написал, кем он является, каковы его научные труды, насколько достоверно все это. И уже после этого будет ясно. Вы сами поймете. Опровергнуть, предотвратить ее невозможно, конечно, мы же не можем знать заранее. Еще раз прошу всех моих подписчиков, которые подписаны на канал Башлам.39. Все уважаемые мои друзья, подписывайтесь на YouTube канал Башлам.39 Live. Есть YouTube канал, подписывайтесь на него. Там мы проводим каждую пятницу, субботу и воскресенье проводим эфиры. По мере возможности или пятницу, или субботу, или воскресенье, или подряд 3 дня. Вот. Там мы обсуждаем историю, географию, проблемы. Все, кроме политики. Политику, как вы знаете, я не трогаю и не хочу в этом участвовать. Ну, сегодня, скажу, очень плодотворно прошел эфир, несмотря на то, что, во-первых, я не знал, не думал, что мы сможем провести эфир 2 часа, но мы смогли пока провести его. Сейчас уже идет к завершению. Ассаламу алейкум, футбол, клумаяц, ва алейкум ассалам. Да, друзья, подогнали. Вот. Очень много нового. Если у вас есть вопросы, пишите в директ, пишите в Facebook, Instagram, в Twitter, в ВК, в Telegram. Везде у нас есть. Подписывайтесь на наш Telegram-чат. Там мы общаемся, делимся информацией. Так что у вас есть возможность полноценно быть, как говорится, задействованы в этом. Цели, уже 4 года у меня есть цели, и я бью по этим целям, уничтожая хачиалийских нарнийцев. Поэтому, как бы это ни звучало, красиво-некрасиво, но они иначе не понимают. Нарнийцы есть нарнийцы. Если не опровергнуть их ложь, то они так и будут его нести. Ладно, Ибраим, поставишь картинку у нас в Ютубе, сохранишь. На сегодня мы закончим. Завтра с вами встретимся. Постараемся в Ютубе. Встретимся, провести эфир, если получится. Не забывайте, всех прошу. Но они не только говорят. Они и говорят, и действуют, и пишут, и печатают. Я же вам не просто так показываю это все. Все, без исключения, подписывайтесь на наш YouTube канал Башлам.39 Live. Подпишитесь, нажмите на колокольчик. И только когда мы зайдем в эфир, сразу вам придет уведомление о том, что у нас проходит прямой эфир. У нас интересно, круто, и все, что касается нашей истории, географии и много-много другого. Да, там же на канале мы публикуем и посты, то есть не только видео загружаем, и посты тоже загружаем. И в России она не запрещена. И у всех на телефонах, в любом андроиде, в любом айфоне есть приложение YouTube. 5 секунд можно создать там свой аккаунт, привязав его к телефонному номеру. Ну вот. Так что
Не говорите, что давно не виделись или что год-два нас не было в эфире. Мы регулярно проводим эфиры, работаем, противостоим, радуемся, гордимся тем, что мы представители нашего народа, делаем акцент на лучшее, ждем изменений в позитивную сторону, сами меняемся в лучшую сторону. Самое главное, не забывайте, Сархоми Нохчипам, Деба, Деша, Даха, Ухум Дита Дите, Иншаллах, Шадек Дикхерду, Дал Си Дуэльшу, Бюстал Декалеол, Шучвар, Шуаш Башлам, Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Шейх Хатташ Куаллах, Директ Чу Язия, Инстаграм, Facebook Чу Язия, Массана Язи Чани, Сун Хагуш Душун, Вайжуап Турдушун, Вайн Пайден Дега, Апублико, Дагоич Массарна, Хаамбил. Да, латто бойл, Адиквел, Бюстал Декалеол. Ибраим, он сохраните Ирюпа. Да, и моим брату Адлану и Шаху вдвоем они задонатили. Адлан, Шах, да, Сайл, Ашайтин, Дана, да, Дуква, Ахуаль, Будиснег, Эзершка, Саудолию, Песендер.